улицам Владикавказа неспешно прогуливается улыбчивый молодой человек. Восхищенный взгляд и искреннее любопытство, подобное поведение сразу выдает гостя. Юлиус Фрейтаг приехал в Северную Осетию из Германии. Редакция Осетия ТВ расспросила иностранца о целях его визита. Я работаю для немецкий фонд Фридриха Наумана, который поддерживает Аланику. И потому что это самый интересный форум современного искусства. Но Юлиуса Фрейтага с Осетией связывает не только работа. Как признался молодой человек, представления о нашей родине у него исключительно романтические. Ведь все время Юлиуса сопровождали рассказы о далеких и прекрасных краях, где его дед провел свое детство. Он первый приехал здесь, потому что он был как приватистский барон, он тоже был русский офицер. И он служил здесь с 14 года до 17 года, потому что Первая мировая война начинал. Юлиус, как получилось так, что ты так хорошо владеешь русским языком? Ну, это, конечно, мне очень интересно, потому что у нас, как приватистских немцев, всегда было такое отношение. Поэтому я после школы был почти год в Петербурге и там начинал изучать. Потом почти 14 лет вообще не по-русски говорил, но сейчас я уже 2 года живу, почти 2 года в Москве, и каждый день это чуть-чуть лучше. Ты в детстве много историй слышал об Осетии. Вообще город Владикавказ, он оправдал твои ожидания? Да, но я только помню, что они всегда говорили о такой прекрасной аллее, и я думаю, это проспект Мира сегодняшний. И они говорили о горах, что Альпы в Европе вообще не горы, если там как compare. За время совместной прогулки мы рассказали гостю об истории Владикавказа. Конечно. Это памятник основателю поселения Владикавказ Пастинский Удзауджикал. Дословно это переводится как «поселение Дзауга». Того человека звали Дзауг Бугулов. А кое-что рассказал и сам Юлиус. Такой красный офицер мог быть тоже знакомство с моего прадедушки, ну, конечно, на другом стороне. Ни один памятник не остался без внимания. Виды старой части города навели иностранца на глубокие размышления. В этом крепости, который первый крепость в Владикавказе, точно мой прадедушка тоже был, потому что здесь был гарнизон города. Мои родственники каждое воскресенье ходили в церковь здесь молиться. После небольшой экскурсии гость отправился на поиски памятного сувенира. Примерил папаху, проверил заточку кинжалов местных мастеров, осмотрел изделия. Но сувенир получил абсолютно бесплатно. Продавцы магазина подарков проявили настоящее кавказское гостеприимство. Юлиус, от нашего салона «Лактузуар», покровитель мужчин, чтобы всегда он тебя охранял, оберегал в дороге, в пути и на жизненном пути. Спасибо большое. Юлиус Фрейтаг увезет с собой массу приятных воспоминаний. Теперь Владикавказ знакомому не только по рассказам бабушки и дедушки. Этот визит для него далеко не последний. Осетию иностранец намерен посещать при каждом удобном случае. Тамила Хамицаева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.